Что такое Сретенье? Зачем нужны православные лагеря и как познать старину? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Лето – это маленькая жизнь, а для ребенка – целая эпоха, которая может быть наполнена удивительными событиями, приключениями, новыми знакомствами и открытиями. Как сделать, чтобы самые любимые и долгожданные каникулы запомнились именно такими? Христианская педагогика предлагает в помощь родителям много вариантов. Один из них – это православный лагерь, где можно не только отдохнуть, но и провести время с пользой для души и тела. Именно такой лагерь находится в живописном месте на берегу Павловского водохранилища, а называется он Сретенье. Сретень – это встреча. Приезжают семьи с детьми, с малышами, многодетные. Приезжают их дети, любят, они уже вырастают у нас в лагере. Некоторые уже по 8-9 лет здесь, можно сказать, выросли. То есть место, где встречаются люди, которые близки по духу, любят друг друга. Дети занимаются здесь рисованием, театром, музыкой, хоровым пением, спортом. Проходят различные игры, спортивные состязания. В общем, программа насыщенная, разнообразна, все пропитано какой-то, мне кажется, благодатью Божьей. На территории лагеря организован походный храм. Каждый день для всех насельников начинается и заканчивается с общей молитвы. Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Центр жизни православного поселения – это, конечно же, храм и богослужение. Ребята учатся понимать и любить церковные службы, читать утренние и вечерние молитвы на церковно-славянском языке, правильно готовятся к исповеди и причастию. Православный лагерь – это возможность для ребят, которые прежде были далеки от веры и церкви, узнать православие получше. А для детей воцерковленных – это возможность приобрести новых друзей, веселиться и набираться сил со всеми наравне, при этом не отрываясь от привычной для них жизни в лоне церкви. В лагере в течение всей смены постоянно находится священник, протоиерей Александр Бурцев, который может не только провести духовные беседы, но и причастить. После заутренней, конечно же, зарядка, чтобы уж совсем проснуться и начать день с позитива. А после зарядки – завтрак, но перед едой, как положено, молитва. Ни одно дело не начинается без благословения. А слова Евангелия в лагере не только читают, но и стараются применять их в своей жизни, общаясь друг с другом. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Кормят здесь вкусно и разнообразно. Повара стараются на славу. Дети, конечно, достаточно такой специфический вообще контингент для питания. Но мне нравится для них готовить. В основном они, конечно, любят макароны, кушают супа. Нравятся рыбные котлеты. Стараюсь готовить как можно вкуснее и как можно качественнее, потому что, в общем-то, мне даже нравится для них готовить. Дети благодарят, и мне это очень приятно. Знаете, я 3-й год уже приезжаю сюда, меня приглашают, я не отказываюсь, и мне, не знаю, мне почему-то
как-то приятно. И вообще я чувствую, что это не случайно меня сюда приглашают. Сам я, конечно, тоже вот такой человек верующий, но, в общем, мне кажется, детям отказать очень сложно, именно за детей. У меня у самого есть 2 сына, 2 мальчика, вот, и, в общем, мне приятно готовить для детишек. Дети же это хорошо, ради детей, в общем, наверное, стоит жить. Православный лагерь Сретенье – семейный. Это название лагерю дано неспроста. Здесь отдыхают не только дети, но и их родители, которые тоже активно участвуют в жизни лагеря. Стараемся выбрать время и вот, значит, обязательно стараемся посетить этот лагерь. Ребятишкам очень нравится. Ну, тут много с ними кто занимается. Для малышей есть воспитатели, а для подростков и, значит, ребятишек чуть постарше малышей. С ними уже занимаются учителя, есть кружки пения, рисования, рукоделие. Ну, довольно-таки интенсивная программа в течение дня. Купание в то же время. Вот. Рыбалка. Спортивные мероприятия тоже. Спортивные, да. Ребятишкам нравится. Так непринужденно все происходит. Вот. Всем нравится, все довольно ждут каждый год. Да. Из-за этого мы как бы даже и не думаем над тем, что ехать или не ехать. Если лагерь есть, то мы обязательно едем. У нас был опыт, дети ездили, мы отправляли в Крым, в обычный светский детский лагерь. Ну вот они съездили 1 раз, а в этом году отказались, сказали, мы поедем только в Сретенье. Ну то есть они вот сравнили, и им здесь интереснее, потому что здесь педагоги активно занимаются, уделяют им внимание. Как бы цель какая у педагогов? Немножко разгрузить родителей, чтобы родители могли тоже отдохнуть, потому что когда много детишек, родителям это редко удается отдохнуть. А здесь вот именно детей организуют, а родители в то же время могут сами вздохнуть спокойно, немножко получить какое-то отдохновение душевное, духовное. Сколько у вас детишек? 7. Мы не жалеем сейчас, что их так много. Я тоже никогда не мечтал, что у меня будет такая большая семья. Так вот получилось. Вот, и все довольны, все счастливы. Многодетность – это непросто, особенно сейчас, когда молодежь приучают только к получению удовольствия от жизни. Желание, наверное, должно быть. Желание слышать другого человека, чувствовать не себя, не свое «я» продвигать, а поступаться где-то своим «я», уступать. И тогда вот это будет уже мир можно сохранить. А если один «я», вторая «я», и мы никогда не получится. Любить надо друг друга. Вот и все, наверное. Что еще надо? Да, любить обязательно. Без любви никак. И терпеть. А можно нам терпение в семье очень важно. И очень важно, когда муж послушен Богу, жена послушна мужу, а дети послушны родителям. Вот к этому идеалу стремимся. В жизни каждого есть радости и печали, но быть счастливым без детей невозможно. Здесь многодетные семьи, которых мы любим, и прибавление в этих семьях мы каждый год встречаем с радостью. У нас здесь в эту смену 2 малыша 3 месяцев и 4 месяцев. Вот. И старшему насильнике это, по-моему, 67 лет. Бабушка у нас со внуком приезжает все время. Вот. И когда мы встречаемся, мы очень радуемся друг другу. Семейная атмосфера доброжелательности, уважения, взаимопомощи и христианской любви. Тесное общение на протяжении 24 часов в сутки способствует сближению и более глубокому пониманию друг друга. У нас семья богатая. Я старший Олег, Кирилл, Мефодий, Степан, Серафим. Федя. И Федор. Еще у нас мама сейчас на сохранении, и мы ждем сейчас 6-ю девочку. Дарью. И мы друг о друге заботимся, друг о друге думаем, и старший помогает младшим, младшие слушаются. И если не слушаются, то приходится иногда наказывать, но так чисто полюбовно, не со злобой. Ну и мама наша
Она тоже семью нашу держит. Потому что всех нас надо любить, всех надо обслуживать. И вот поэтому мы такие вот дружные. Старший Кирилл и Мефодий у нас ходят на службу в Свято-Николаевский храм. Они алтарниками у нас. Кирилл 4 года, Мефодий 2 года. Помогают. Мы каждую субботу-воскресенье, как служба идет, бываем в храме. Так у нас день постоянно так-то загружен. Дети в кружки ходят постоянно. Без этого никак нельзя развиваться. Сейчас уже 3-й Стефан в школу собирается 1 сентября. Так что полегче будет. Серафим в садик еще ходит. Но Федор пока дома. Ему 2 года, маленький. Мама у нас добрая и очень хорошая. Нет, Зая. Большая. Зая. А папа у нас добрый, хороший и храбрый. Господь сказал: «Плодитесь и размножайтесь». Каждый, вступающий в брак, должен понимать, что цель создания семьи – это дети. Молодым семьям детей надо. Только в детях наша проявляется любовь. Если дети есть, значит в семье любовь. Если детей нет, то что за семья? Поэтому нам Бог дал столько детей. Мы от них не отказываемся. Мы всех родили, всех воспитываем. Я думаю, что они вырастут тоже такими православными христианами. Будут не только любить своих жен, но и будут всех детей своих также любить. Поэтому то, что они смотрят, как мы их воспитываем, так я думаю, они будут воспитывать своих детей. Моя семья будет большая, добрая. Моя жена должна быть красивая, тоже добрая, православная. В многодетной семье дети играючи учатся друг у друга. И эти знания и навыки гораздо прочнее тех, что пытаются привить родители единственному чаду. Спойте, дай Наши души чистые, наши думы ясные, и в деньки ненастные. Если колокол набат, рядом с братом станет брат, перед святого сына стеною против сатаны. Благодає на братья не остаться в трудную годину. Трое быть дружнее, и на всякий случай крестами обменяться. Птицы яркие раздувают ветрами. Эй, ты пахарь, черницы знаха, живота не пощадим, но Русь поганить не дадим. Ребенок, имеющий братьев и сестер, изначально поставлен в ситуацию, которая воспитывает в нем ответственность и самостоятельность. Старшие дети становятся помощниками родителей как по хозяйству, так и по уходу за младшими. Младшие быстрее развиваются, осваивают навыки самообслуживания, подражая старшим. Лето может стать для ребенка не только временем отдыха, но и временем развития и взросления. Хорошие детские лагеря – это то пространство, в котором дети смогут научиться решать взрослые задачи, социально адаптироваться, прикоснуться к миру прекрасного и вечного. Приезжают замечательные педагоги, которые проводят занятия с детьми для того, чтобы раскрыть какие-то такие таланты, творческие способности, которых, может быть, даже родители не знают. Родители смотрят на своих детей и удивляются. Вот мой ребенок, оказывается, поет, у него прекрасный дар, и может потом направить этого ребенка там где-то учиться уже в школу. Сейчас вот у нас в этом году лагерь посвящен театру, так как в России год театра, и мы решили сделать такую постановку спектакля «Обретение Казанской Божьей Матери». Отобрали труппу актеров в составе 7-8 человек, и в конце у нас в итоге будет заключительный спектакль. Кто-то у нас шумный, кто-то у нас тихий. И только неизменным остается этот прекрасный берег, эти прекрасные березы. И еще
Ни одна смена не похожа на другую. Так, ребят, давайте продолжаем работу. Ксенечка, вот немножко расстояние оставляй, хорошо? Смотри, у тебя здесь побольше расстояния, немножко пропустила. Давай лучше заново начни отсюда, потом это отрежем, чтобы нам не мешалось. И ты выбрала масштаб, да? Выбери, может быть, лучше 10 клеточек. Как думаешь? Или поменьше перо, может быть, возьмешь? 5 миллиметров, например. Возьми пятерочку. Так, Устинья, наш маникюрист. Хорошо. Вот эта буква У. Давай посмотрим, что можно сделать. У не получается. Она все портит. Посмотри. Либо, допустим, взять карандашик и попробовать вот этот твой эскизик уже переделать немножко, да, и добавить толщину, и посмотреть, что будет. Целью лагеря является создание дружной жизни, основанной на христианских заповедях. Дети приобщаются к совместной молитве, послушанию, отзывчивости и труду, участвуют в церковных таинствах, занимаются в кружках, оздоравливаются, ловят рыбу, купаются, совершают прогулки по лесу и, конечно же, изучают народную русскую культуру. У нас очень такая насыщенная программа, постоянно проходят какие-то мероприятия. Вот сегодня у нас такое мероприятие «Русская старина. Народное гуляние» на тему встречи Татьяны и Данилы. Да на Павловской слободушке в одной славной деревеньке жили Танюша да Добрынюшка. Да пришла пора и им свататься, да песни петь, да Бога славить. Как сказал кто-то мудрый, если человек не знает своего прошлого, он не построит своего будущего. И в больших масштабах это относится и к стране. Если народ, нация не знает своего прошлого, она не знает своего будущего. Если мы обернемся в прошлое на век, на 2 века, в песнях бабушки, мамы, папы передавали весь тот опыт. И на этих традициях, на этих песнях дети вырастали. И вместе с этими песнями, вместе с этими традициями дети узнавали, как относиться к природе, как относиться друг к другу, к женщине, к мужчине, к родине, к своему селу, к бабушкам, к дедушкам. Дети узнавали все именно через эти песни. И поэтому именно вот с этого возраста, самого малого возраста, важно передавать эти традиции. Чтобы здесь русская пословица «воспитывай, пока поперек лавки лежит». Вот пока ребенок лежал поперек лавки, его воспитывали. А дальше бабушки говорили, что уже воспитывать-то поздно. Поэтому из детства у ребенка
должна быть мама, должен быть папа. Папа передает мужские черты характера, мама передает женские черты характера. А вместе с церковью они как раз делают общее большое дело. И то, что лагерь, он безотрывно от семьи, это огромнейший плюс для воспитания, для передачи этих самых традиций. Возрождение церковной жизни неизбежно связано со стремлением воспитать подрастающее поколение в православной вере, в той многовековой традиции духовности, которая вдохновляла лучшие произведения русской культуры и которая воспитала лучшие черты нашего народа. Вейся, вейся, капуста, вейся, вейся, вилочек, как же мне капусте не виться. Вейся, вейся, капуста, вейся, вейся, вилочек, как же мне капусте не виться. Белой, белой не ломиться. Хорошая капуста, хорошая. Летние православные лагеря, в которых отдых совмещается с церковной жизнью, становятся все более популярными не только среди детей, но и среди взрослых. Но самое главное – это атмосфера, семейная, радостная и живая. Окунувшись в нее один раз, многие дети приезжают еще и еще. Мы стараемся, чтобы была польза, и поэтому мы приглашаем профессиональных педагогов. Рисование ведет профессиональный педагог. Они занимаются пленером. В этом году у них рисование такое по воображению. То есть я им рассказываю о святынях нашего края, да, а они потом рисуют то, что им наиболее запомнилось. Вот, рукоделием занимаются каждый год, разные им дают задания. Занятия и увлечения с возрастом меняются, а вот навыки души, которые обретает ребенок в православном лагере, будут служить ему в будущей жизни. Поэтому не суть важно, какому мастерству ребенок обучается или какую способность развивает. Важно, что при этом он обретает нравственные свойства души. Дети набираются здоровья, счастливы, несмотря на все трудности, которые мы здесь проживаем. Это лето дождливое, но мы, вот как вы видите, все улыбаемся. Вот, и никто не хочет уехать отсюда, потому что, наверное, здесь им хорошо. Наверное, здесь они находят как раз ту радость, о которой мы говорили в самом начале, когда создавали лагерь. То есть это была такая мечта создать такое место, где люди могут почувствовать радость проживания в церкви. Вот мы здесь живем в церкви, да, в таком сообществе людей, и мы обретаем эту радость, познаем Бога и идем к спасению души. Главная идея семейного лагеря – объединить малые семьи в одну большую христианскую семью с помощью совместного труда, совместной молитвы и совместного отдыха на лоне природы.